В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Итоги дня». Поговорим о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко, и в этом выпуске. Соцсети сегодня заполнили ролики со свободно разгуливающими медвежатами в поселке Хандага. Из-за разгула косолапых пришлось ограничить выход из учебных учреждений. Как удалось избавиться от незваных лесных гостей. Экологи Алдана завершили проверку золотодобывающих компаний. Каковы результаты исследований и как эксперты оценивают ситуацию в сравнении с прошлыми годами. Не то, чего ждали. В доме по улице Ярославского столицы наконец произвели пробный запуск системы отопления. Но жильцы многоэтажки остались недовольны действиями подрядчиков, что могло вызвать негодование, несмотря на долгожданное тепло. Поддержка местных инициатив дает свои результаты в Нерюнгри. Там для жителей одного из домов открыли новую спортивную площадку. Один день из жизни госинспектора. Каково это блюсти закон на дорогах Якутска, в репортаже наших корреспондентов. Программу материнского семейного капитала с высокой долей вероятности продлят после 2021 года. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. В декабре 2017 года президент России подписал закон, продляющий на 3 года программу материнского капитала до конца 2021. Программа вносила и вносит существенный вклад в благополучие российских семей, так как мат-капитал – это высокий мотивирующий фактор. Кроме того, с 1 января 2019 запускают 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография», который призван улучшить естественный прирост населения к 2024 году. Но не только изменение демографической ситуации в стране является главной целью проекта. Одну из ключевых задач ставят снизить бедность вдвое за 6 лет. По словам Голиковой, все в том же интервью РИА Новости, это одна из самых сложных задач, обозначенных в майских указах президентом страны. И принятие соответствующих мер станет возможно только после получения данных о социально-экономических итогах 2018, то есть после первого квартала 2019 года. Также в начале сентября Минтруд сообщил об инициативе создать при офисах детские комнаты. Этот пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография». В ведомстве считают, что такое нововведение позволит повысить уровень занятости женщин. В свою очередь, правительство республики рассмотрело изменения в социально-экономический прогноз развития региона на период 2018-2020 годов. Его скорректировали с учетом текущего состояния экономики. В некоторых аспектах наблюдаются превышения прогнозных показаний. Это связано с повышением цен на алмазное сырье и на сырую нефть. Скорректировали в сторону увеличения и прибыли рентабельных предприятий. Этот показатель вырос на 300 миллиардов 800 миллионов рублей. Все это повлияет в дальнейшем на оценку поступления налогов в госбюджет региона. Также скорректирован индекс добычи алмазов, который был принят в прогнозе на 2018 год на уровне 94%. Сейчас наблюдается отставание от плановых показателей, и этот прогноз снизили до 90,1%. В целом существенных изменений, что повлияет на бюджет Якутии, не ожидается. Если вы помните, в прошлом году у нас выбыла трубка «Мир». Значит, как раз вот ее 9%, которые приходились на трубку «Мир», эти объемы и недополучены. Предполагалось, что за счет других инновационных проектов, ускорения ввода Верхнемунского месторождения, да, планировалось некое повышение от 90% там, до уровня 94%, но ситуация такова, что пришлось оставаться в плановых показателях. Алданские экологи завершили контрольно-надзорные мероприятия по золотодобывающим компаниям. Ситуация по сравнению с прошлым годом улучшилась, однако нарушения все же имеют место быть. Какие именно, выясняла наш корреспондент Татьяна Вахнина.
Куда более значительный урон окружающей среде наносят небольшие золотодобывающие артели, нежели промышленные монстры. Такова картина результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных сотрудниками Комитета охраны природы по золотодобывающим предприятиям. Сезон 2018-го был сложным. Влияние на рабочий процесс оказывали как погодные условия, так и человеческий фактор. Первым примером может послужить ситуация в ЗАО «Саха Голд Майнинг», когда превышение уровня в природном водотоке послужило разрывом отстойника гидротехнических сооружений и произошел выброс загрязненной воды в реку Большой Куранах. Это кадры оперативной съемки отбора проб на реке Редерга в зоне влияния одного из объектов золотодобычи. К загрязнению здесь вод привел человеческий фактор. Сбор доказательств подобных нарушений осложняется тем, что все факты должны быть объективными, с подтверждением экспертных заключений. Были приняты административные меры, будет рассчитан и возмещен ущерб предприятиям золотодобычи общества ограниченной ответственностью «Норд Голд». Крупные золотодобывающие компании района, такие как «Селекдар» и «Полюс Алдан», работают по международным стандартам экологической безопасности. Так, в компании «Полюс Алдан» действуют лаборатории, где биотестирование различных средств производства проводится при помощи специальных бактерий. Биотестирование нам необходимо для определения токсичности воды и водной вытяжки с целью установления класса опасности отходов от производства. В минувшем сезоне Алданским комитетом охраны природы были проведены проверки 9 предприятий золотодобычи. Нарушения имели место в 2 компаниях. Случаев загрязнения окружающей среды стало меньше. В 2018-м ситуация по сравнению с прошлым годом улучшилась. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Покой жителей Хандаги сегодня нарушили 3 детеныша медведя. Сигнал поступил от местных жителей, и сотрудники сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отогнали их обратно в лес. О визите нежданных гостей сюжет Елизаветы Васильевой. Медвежат однолеток местные жители заметили в самом центре поселка, недалеко от поликлиники. Откуда они появились, никому не известно. Территорию оцепили, детей не выпускали из зданий школ. Жителям также рекомендовали оставаться в домах. Полиция оцепила участок. Сейчас экологи думают, механизм, что с ними делать, как их оттуда доставать. Медвежата этого года, по-моему. Откуда появились, никто не знает. Медвежата находились близко к озеру. Сотрудники сектора чрезвычайных ситуаций района выстроились в коридор, чтобы медвежата смогли уйти в лес. Далее лесные жители побежали вниз к реке Алдан. По словам местных жителей, именно в районе реки была замечена медведица. Но единая дежурно-диспетчерская служба района не подтвердила этот факт. Вот такого никогда здесь в Хандаге не было. Первый раз. Их надо как-то туда отправить, матери. А мать находится, говорят, на Ивчебаде. Вот. И там надо как-то организовать такое, чтобы туда их доставить, к матери. Ранее медведей, забредавших в села Якутии, приходилось ликвидировать. Такая участь постигла хозяина тайги, который ежедневно наведывался в село Кенкю Лябыйского района, а также нежданных гостей в городе Нерингре. Впрочем, судьба тампонских малышей оказалась другой. Жители Хандаги надеются, что медвежата нашли свою мать. Елизавета Васильева, Мария Винокурова, Хандага. Подросткам, угнавшим автомобиль в Мирном, вынесли приговор. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 2 эпизодов преступлений. Именно кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В июне, гуляя по одному из дачных поселков в Мирном, подростки решили угнать автомобиль ВАЗ-21063, который был припаркован на территории одного из дачных участков. Кроме того, один из них совершил ряд краж из домов, расположенных на территории дачных поселков. Учитывая данные о личности обвиняемых, судом принято решение о назначении наказания в виде лишения свободы условно с назначением испытательного срока. Сегодня в многоквартирном доме по улице Ярославского провели долгожданный пробный запуск тепла. Ранее мы сообщали, что хотя отопительный сезон в столице начался еще 4 сентября и все жилые объекты должны были запустить до 15-го, по причине капитального ремонта не все дома подключили вовремя. Одним из самых последним оказался Ярославского 30/1, но несмотря на запуск системы, жильцы остались
недовольны проведенными работами. В чем причина, узнавала Кристина Якупова. Этот дом стал настоящей мукой для 128 семей. Конец сентября, а пробный запуск тепла начался только сегодня. Как долго будет продолжаться капитальный ремонт, задаются вопросом жители Ярославского 30/1. Вот стоят сроки. Июль, август, сентябрь. До конца сентября осталось 6 дней. Вот они то, что не провели за все лето, за 6 дней они хотят вот это все успеть. Смешно. Отопление вот пытаются только сейчас сделать. Сейчас, видите, тоже все течет. Батареи на 3-м этаже, как стояла эта старая, она вся протекает, сейчас перекроют. Минус 40 будет, все перемерзнет. Опасения жильцов не напрасны. Видимых изменений после капитального ремонта еще нет. В подъездах по-прежнему грязно, повсюду строительный мусор. В фонде капитального ремонта утверждают, работы ведутся параллельно с запуском тепла. Уверяют, до конца сентября все будет готово. Выдолбили пол стены. И вот это все должно, это самое, денежки вытекают из наших карманов, не из ваших. Вон все срезали, все побросали. Но будет ли ремонт оставшихся работ качественным? До конца месяца остается всего 6 дней. Самый главный страх жильцов, что такой долгожданный ремонт могут перенести на следующий год. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. А в Нерюнгри для жителей дома 16/1 по проспекту Дружбы народов во дворе открыли новую спортивную площадку. Это не единственный проект, который был реализован в Нерюнгри в рамках программы поддержки местных инициатив. С подробностями Сергей Козюра. Этой площадки дом по улице Дружбы народов 16/1 ждал очень давно. Наконец появилась возможность принять участие в программе поддержки местных инициатив, которую реализует Министерство финансов нашей республики. На общем собрании собственников было принято решение участвовать в программе, в том числе на условиях софинансирования с городского бюджета и средств самих жильцов. За это строительство площадки всех участников, управляющую компанию «Жилсервис», городскую администрацию, которая всячески поддерживала и на уровне республиканском нашу инициативу. Ну и подрядчика, который построил эту площадку. Никто не побоялся, взялись и сделали. А детишки рады. В открытии спортивной площадки приняли участие исполняющий обязанности главы города Дмитрий Дичковский, который от лица главы Леонид Олейник поздравил жильцов и пожелал, чтобы новая площадка стала первым шагом к спортивным достижениям. Это плод совместного сотрудничества и города Нерюнгри, и жителей, которые выступили спонсорами, а также и самого ТСЖ. Вот. Это благодаря председателю ТСЖ Виктору Кирилловичу Стефанову вот этот проект совершился. Вот. И, конечно же, дети получили замечательнейший подарок. Дети искренне счастливы, что у них есть возможность устраивать настоящие спортивные баталии. Это не единственный проект, который был реализован в Нерюнгри в рамках программы поддержки местных инициатив. Значительно преобразился двор домов 8/1, 8/2 и 10 по улице Амосова. А жильцы домов 41 и 43 по Южно-Якутской получили замечательную детскую площадку. Отметим также, что проекты получили свое завершение на месяц раньше установленного срока. Сергей Козюра, Аксинья Луценко, Аял Амосов, Нерюнгри. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы и смотрите далее в выпуске. Один день из жизни госинспектора. С представителями ГИБДД бок о бок смену провели наши корреспонденты. Каково это блюсти закон на дорогах Якутска? Также наши репортеры сегодня участвовали в первой квест-игре МВД по мотивам реальных преступлений. Как представители республиканских СМИ и блогеры справились с ролями сыщиков и преступников. Бег – это жизнь. В столице и районах республики прошел всероссийский кросс наций. Как старты провели в Ленске, сюжет наших коллег. Это итоги дня, и мы продолжаем разговор о главных событиях сегодня. Галина Михайлова стала первым в Алданском районе опекуном, принявшим в свой дом пожилого человека. Как живет отметившая первую годовщину семья, расскажет Татьяна Вахнина.
День Галины Михайловой и Игоря Тамакина начинается неспешно и размеренно. За утренним чаем хозяева обсудят последние новости и обговорят планы на день. Галина Ивановна приготовит обед и пойдет навестить маму. Игорь Дмитриевич подремонтирует пару расшатавшихся табуреток. Руки у мужчины золотые, он умеет все, и скучать ему некогда. Зимой снег не дает отдыхать. Как прошлый год, так это каждый день зарядка. Семья Игоря Тамакина и Галины Михайловой носит статус приемной. Галина Ивановна является опекуном Игоря Дмитриевича. Их ячейка общества образовалась 1 сентября 2017-го и в Алданском районе стала первой приемной семьей для пожилого человека. Всего в районе их 2. Приемная семья, она как направлена на улучшение, да, то есть как качество именно пребывания граждан. Конечно, мы не откажемся от домов-интернатов, то есть в полной мере, но это как одна из дополнительных мер, то есть которые повлияют в том числе и на качество проживания граждан. Галина Ивановна всю жизнь работала воспитателем. Дети давно взрослые, 7 лет назад умер муж. В поисках спасения от одиночества, вышедшая к тому времени на пенсию Галина Ивановна устроилась в интернат для престарелых и инвалидов. Там и познакомилась с проживающим Игорем. Когда выдавалась свободная минутка, они вместе разгадывали сканворды. Вскоре Игорь стал приезжать в гости, помогал по хозяйству. А через несколько месяцев образовалась новая семья. В интернате, конечно, хорошо, что и уход, и медицинское обслуживание, как говорится. Ну, у меня характер такой. Не нравится мне такая жизнь, спокойная. Мне-то легче даже стало. Я-то сейчас, я говорю, я за мамой там ухаживаю, она у меня лежачая. Я знаю, что он у меня и Джека накормит, и фольет там, и, короче, все сделает. О сделанном шаге ни опекун, ни подопечные не пожалели. Галина отмечает, что с обретением семьи характер Игоря немного изменился. Он стал чаще улыбаться. В собственном доме мужчина получил то, что считает смыслом жизни. Постоянную необходимость что-либо делать, ставить цели и выполнять их. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Самый большой музей под открытым небом в Калужской области собрал все самое интересное от мира искусства. Среди участников якутяне, студент и выпускник Московского архитектурного института. Об участии наших ребят в таких масштабных проектах расскажет специальный корреспондент Якутии-24 в столице страны Наталья Сазонова. Самый большой музей под открытым небом, занимающий площадь более 140 гектаров, находится в Калужской области, в 100 километрах от Москвы. Сегодня подводит итоги фестиваля «Афест», целью которого было воспроизведение уникальных культурных традиций через арт-объекты. Среди участников студент Московского архитектурного института Уалан Баишев. И мы с моим коллегой Артемием Гусевым поставили арт-объект. Было очень сложно. В целом мы очень довольны результатом. Наш объект называется «Киин». Мы решили спроектировать общественное пространство для фестиваля «Этномир» в формате конкурсной программы фестиваля «Афест». И мы комбинировали различную якутскую символику. В итоге у нас получилось 3 объема. Такое место для общения. Все арт-объекты, выставленные на конкурс, были изготовлены из материалов, находящихся на территории музея. Участникам предоставлялись необходимые инструменты, а помощь в реализации была оказана постоянным представительством. В принципе, это был и для нас интересный опыт. Мы, конечно, не зодчие, но всегда, когда есть возможность помочь нам, нашим ребятам, тем более любым людям, которые пропагандируют наши ценности, нашу культуру, которые позволяют... Москва – это большой город, большому количеству людей прикоснуться к нашим каким-то сакральным вещам, сторонам быта. Мы всегда готовы помочь, всегда готовы оказать содействие. Все участники фестиваля были отмечены дипломами разного достоинства. Уалан Баишев и Артемий Гусев стали лауреатами интернет-голосования. Отношения очень хорошие, я думаю, не зря ребята победили. Все-таки при зрительских симпатий. Якутия вообще как некий символ северной, скажем так, полярной, заполярной России. Она прекрасна. И дай бог со временем здесь появится хороший интерактивный дом, музей, где будет Якутия
представлена каждый день, мы об этом мечтаем. Добавим, что участником фестивалей и конкурсов «Этномира» может быть любой желающий, кто хотел бы представить широкой аудитории свое мастерство. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. Один день из жизни госинспектора. Как проходят рабочие будни и каково это – блюсти закон на дорогах Якутска? На эти и другие вопросы ответ узнавал Александр Зубехин. Каждый день в Якутске в среднем работают 7 автопатрулей дорожно-постовой службы. Это 14 вооруженных огнестрельным оружием людей. Они обеспечивают безопасность на дорогах в местах наибольшей концентрации дорожного движения. Родион работает инспектором около 3 лет. Его дневная смена начинается в 6:20 утра. Первостепенная задача – взять экипировку, получить свое вооружение и отправиться на линию. Каждый сотрудник при заступлении на службу вооружается табельным огнестрельным оружием, пистолетом Макарова, то есть 16 патронов, 2 обоймы. Не только выявить нарушения, но и проверить документы водителя. Вот главные задачи инспектора дорожно-патрульной службы. Случаи, когда документы оказываются подделкой, не так уж редки. Сверки с базой ФИС-М, то есть фотографии не соответствуют действительности. То есть да, в данном случае будем вызывать следственно-оперативную группу на место, либо проследуем территориальный отдел полиции для установления обстоятельств. Водитель оправдывается, утверждает, законов не нарушал. Здесь права я не получил, я в армии не получил. В 90-м году поменял здесь на российскую. И все, там бумаги все мои там лежат. Законы были такие. Я здесь... В 9-м году, да? В 9-м году. Причем сказали, сдавал бы. Выявляем там месяц, 1-2. Как бы так. Если в среднем его так посмотреть, когда, как. Выявляли такие места, где делали и продают водительское удостоверение. Тонировка передних боковых стекол также привлекает внимание инспекторов ГИБДД. Штраф 500 рублей водитель смог избежать, лишь согласившись устранить нарушение самостоятельно и добровольно. Опустите чуть-чуть, да. Делайте сечку маленькую. Не торопитесь. Зимой тонировку мы сильно не измеряем, потому что погодные условия у нас, понимаете, слишком холодный, прибор не выдерживает. Весной много было, сейчас за лето уже поменьше стало. С ними боремся постоянно, ведем профилактику в этом. ГИБДД, говорю, самое главное, наверное, в дороге это, что следят, нарушители ловят. Пользу для общества приносит? Он, конечно, приносит. Если бы не было бы, был бы беспредел полный. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. Следствие ведут журналисты. МВД Якутии провели первый квест по мотивам реальных преступлений. Журналисты республиканских изданий и известные блогеры примерили на себя роли свидетелей, оперативников и криминалистов. Какое дело расследовали наши коллеги и смогли ли они раскрыть его, расскажет Саргалана Захарова. Приехала из Улуса, в гости была. Сережки золотые, единственные, и все. И что, столько много народа из-за сережек, что ли? Что-то да? не верю. Да. Что-то не верю. Чтобы раскрыть преступление. Даже. Посмотрим, насколько быстро раскроете. А раскрыть преступление необходимо всего за 4 часа, как говорится, по горячим следам. Анфиса Георгиевна женщина строгая, характер непростой. По приезду из деревни обнаружила пропажу дорогих сережек, но дома никого не было. Ровно как и следов взлома. Женщина давно перестала общаться с сыновьями, связь поддерживала только с сестрой. Она еще давно уехала, она все лето там была. Находится. А вы можете сказать, когда вы последний раз подняли ваши сережки? Я их сильно не одеваю, я их только по праздникам одеваю. Легенда квеста – реальные события, которые происходили в одной из квартир Якутска. Столичные оперативники раскрыли это дело меньше, чем за сутки. В игре преступление восстановили до мельчайших подробностей. Роли пострадавших и свидетелей исполнили актеры и сами сотрудники полиции. Получилось довольно реалистично. Нет. Уйди, сказал! С каждой из групп находился наблюдатель, настоящий оперативник. Однако даже под его чутким руководством избежать курьезных ситуаций не удалось. В игру не раз вовлекались ничего не подозревающие горожане. Вы не видели парня?
В маске такой, черной бейсболке и с рюкзаком. Спасибо. Вот это наш такой. А что вам полиция, это нынешний штаб не пошли? Квест-игра, что ли? А я журналист газеты «Якутича». Спасибо большое вам. Преступник пойман, им оказался младший сын пострадавшей. Стоп-игра. Победила команда блогеров. Грабитель не смог устоять перед обаянием популярных личностей из соцсетей и дал признательные показания. А журналисты не расстроились, ведь главное не победа, а участие. И возможность на несколько часов стать героями, которые каждый день стоят на страже порядка и безопасности людей. Саргалана Захарова, Якутск. Тем временем на горизонте озера Сайсары впервые появился парус. Там состоялось открытие парусного клуба имени Тимира Пинегина, олимпийского чемпиона. Как прошли соревнования, расскажет Кристина Якупова. Да, финиш прошел, мы его обозначили, да? Финиш это ближайшие. Солнце, воздух и вода – девиз парусного клуба. Озеро Сайсары – не случайное место для открытия этого вида спорта. Раньше мы базировались в 203-м квартале. Но нам всегда говорили, озеро Сайсары, там очень хорошее место. И мы вот решились сюда переехать и здесь открыть парусный клуб. Большое озеро, и в центре удобно, говорится, жемчужина города Якутска. И как-то вот, когда мы здесь пришли с парусами, украсило озеро, конечно, это белые паруса, очень красиво. Это вторые соревнования за летний сезон. Участники готовились к ним почти все лето. И вот настало время продемонстрировать свои навыки. Участники сегодняшних соревнований – родители юниоров, которые состязались этим летом. Они не профессиональные спортсмены, а обычные родители, которые поддерживают своих детей в спортивных начинаниях. Справиться с эмоциями, когда ветер у тебя парусник закручивается, и ты должен справиться с этим. А потом мы и буйки обходили. Это просто здорово, это просто сказка, что у нас в Якутске такое есть. И если это будет развиваться, это вообще очень здорово. Это для детей. И всей семьей можно отдых до всей семьи. Полоса препятствий – 3 буйка, которые надо обойти 3 раза. Задача нелегкая. Кто раньше обойдет, тот и выиграл. У организаторов большие планы – распространить парусный спорт по всей республике. Возможно, что белые паруса будут развиваться не только на Сайсарском озере. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. И в завершении темы спорта в Ленске прошел всероссийский кросс наций. В легкоатлетическом старте участвовало более сотни человек. На всей дистанции их сопровождала наш корреспондент Светлана Балеева. В забегах участвовали профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста. Всего на старт вышли больше сотни человек. Все любители бега от мала до велика преодолевали дистанцию в 1 километр. Екатерина Искра много лет занимается лыжным спортом. Признается, что быстрый бег и большие дистанции для нее обычное дело. Поэтому преодолеть километр спортсменке было легко. В своей победе она не сомневалась. Поскольку я бежала еще во вторник соревнования, сейчас уже это не так трудно было бежать, легче. Поначалу все начали рваться вперед, а в конце у них уже не осталось сил, и я бежала за лидерами и в конце обогнала. В мужском забеге первым прибежал Александр Остапов. Молодой человек ежегодно участвует в соревнованиях и представляет компанию «Газпром Трансгаз Томск». Принимаю уже 4-й год в день оздоровительного бега и ходьбы. И вот 4 года подряд 1-е место. Для день бега я считаю, что это вообще полезно для своего здоровья. Когда двигаешься, движение, это, как говорится, жить. Это, я считаю, нужно прийти просто, даже если вы бежать не можете, хотя бы просто пройтись. Это для себя даже полезно. Многие так и делали. Не могли бежать, просто шли прогулочным шагом. Благо погода сделать это позволяла. В этот день она радовала теплом и солнцем, что способствовало тому, чтобы спортивный праздник прошел организованно и позитивно и доставил как участникам, так и организаторам много положительных эмоций. Достаточно много участников. Погода хорошая, позволяет большому количеству принять участие. В мероприятии приняло участие 120 человек. В общей сложности 10 команд. 8 из них – это школьники и 2 сборные команды взрослых, представители 10 городских организаций. Бегуны, занявшие первую тройку призовых мест, получили грамоты и медали. Остальные участники – заряд бодрости и позитива. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Таковы главные итоги дня. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий и держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и всего вам доброго.